Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, где совет нога. Эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарь. Тысяча меня до меня, и после меня будет в тысячах меня, и не в тысячах меня, тысяча меня. И мы снова в дребезги, и нас не починить. Название Плевать. Тунук это значит и болотистая может быть, и может быть это. Лучше, чем мы. Как вы сказали, тупик. Лучше, Да, ну чем тупика здесь не знаю, скорее всего это Когда болотистая. меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Я из Твери. Я из Калининграда. Вы по конкурсу какому-то, да? Или там как вообще было? Ну, Почему вы был- решили поехать? Как-то получилось так? Вообще были заявки написаны, на сайте РГО, вот, там предлагалась вот экспедиция, вот, и мне кажется, то, что Лена, как и я, Роман, вот, решили просто, не знаю, так, поехать в путь за романтикой, за историей. Мы Не были... пугало поначалу? Поначалу? Нет. Напрягало? Ну, конечно, напрягали холодные ночи, но у нас всегда была печь, чтобы согреться. Нет, а то, что это Тува, это далеко, это непонятно, это какие-то люди вообще такие Наоборот, дикие. Наоборот, Да, интересно. это и манило, то, что вот познать все уголки нашей необъятной родины. Ну, с какими-то людьми, прям тувинцами пересекались, да? Да, у нас здесь персонал много тувинцев. Вот мы с ними общались, вот, о их жизни, разговаривали с ними о Кызыле. Ну и как? Есть какие-то стереотипы, развеялись или подтвердились? Вот, да, на самом деле трудно сказать, вот, но каждый народ живет по-своему. Вот, и как-то в чужой монастырь со своим уставом входить. Вот, как-то, относишься вот как это особая особенность просто местного населения. Вот, то есть, не критично. Тех, кто никогда не видел степей, да, это просто сразу все закрывает. Все минусы, которые могут быть там с населением. Вот просто достаточно выйти с палатки и начать залипать. И на самом деле мы мало пересекались с местными, и в городе мы были там 2 раза от силы, но поэтому сложно сказать, но в любом случае я думаю, что строгих комментариев по этому поводу не будет. Ну, то есть, как всё Ну, если вам сложно, будут, так и если вам сложно, будут говорить, это же как вы хорошо. выжили, вообще вы вернулись из Тувы, медаль вам, там, я не знаю, за храбрость, что-нибудь скажете. Ну, я знаю, просто в сети пишут, я был в Туве, я выжил, там такое. Ну, это те, кто по городу, конечно, шляются. Да, это слишком как-то уж. Вот, тут не надо было выживать, тут наоборот надо было наслаждаться. Вот, я не чувствовал здесь то, что я выживаю. Наоборот, провожу время с пользой. Да, для тем более себя у нас и истории. условия, в принципе, хорошие, поэтому да, выживать не пришлось. Но тувинцы злобные, Да нет, страшные.
Ну, мы вот пересекались только с персоналом в лагере в основном. Мы мало тувинцев видели, вот, которые, ну, местных жителей. И с ними особо не разговаривали. А вот именно персонал нет. Он... А хотелось бы вообще поговорить, как-нибудь еще просто понять? Поговорить именно с местным населением? Ну, просто, да, иметь доступ к ним. Да, конечно. Хотелось бы попасть, на самом деле, вот, в среднестатистическую тувинскую семью. Посмотреть, как они живут. Но мне кажется, у всех путешественников такое желание. Потому что вот как раз узнается народ через его вот быт. Но пока времени на это. Да, у нас времени не было. У нас очень такая программа заполненная. Из разных стран, поэтому разрешите поприветствовать. On behalf of Ministry of Education of Republic of Science, I would like to say some words of thanks and greetings to our science from different countries. Can I see you? Where are you now? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, действительно, я приветствую вас от имени министра образования и науки Республики Тыва и разрешите поблагодарить вас всех, особенно руководство археологической экспедиции Русского географического общества, ученых Института истории и развития Института материальной культуры Российской академии наук, также волонтеров, всех тех, кто в течение всего этого периода принимали участие и проделали огромную работу. Я знаю, что многие наши волонтеры были из разных городов, да, из разных регионов нашей страны. Отрадно видеть их. Вот экспедиция у нас прошла, я считаю, что на 5 баллов. По той причине, что собрались профессиональная команда ученых, значит, профессиональная команда персонала Тыва во главе с Шалбаном Валерьевичем, вот, караулом. Это экспедиционный корпус Министерства обороны. Мы с вами хорошо знаем, что если бы они не помогали экспедиции, вряд ли мы что-либо смогли бы сделать. Ну, как минимум, даже не доехали бы до раскопа. Растерялся немножко. Спасибо большое вам. С музеем нам удалось организовать празднование юбилея Александра Даниловича Грача в музее. И все наши работы, весь регион наших исследований, это было именно там, где работал Александр Данилович. То есть можно точно сказать, что наша экспедиция проходила по следам Грача. Около поселка Чахоль мы работали на зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Здесь мы исследовали 4 могильника. 3 могильника, они относятся к эпохе Хунну, то есть это настоящие могильники Хунну. Они находятся 2 в зоне Чахольского залива и один напротив поселка Илихе, могильник Хаяужу, который мы обследовали и нашли благодаря вот музею, как раз который нас попросил обследовать это место. Салаты, так называется, небольшая гора, как раз пестрая скала, вокруг которой сконцентрированы могильники различных исторических эпох. Наша цель был могильник Алатей-1, памятник эпохи Хунну, 1 век до нашей эры, и Алатей-2, второй могильник, который относится к более позднему времени, позднего средневековья, X-XI веку. 14 новых могильных пятен, кроме тех 86, что было найдено нам в предыдущие годы. Комплекс захоронений, который мы можем отнести к какой-то одной семье, видимо, которая здесь проживала, потом захоронила своих умерших. Для них был совершенно характерный одинаковый обряд захоронения в каменных ящиках. В каждом ящике стояло по 2 сосуда. Один сосуд местной баночной формы, второй сосуд, видимо, сделанный либо привозной, либо сделанный по типу настоящих хунских сосудов с поворотной подставкой, шипом от поворотной подставки. И над всеми этими захоронениями были такие очень интересные керамические сосуды, которые, как бы, видимо, отмечали эти захоронения на поверхности земли. Видимо, вставлялся фитиль, наливалось масло и горело. То есть от каждой этой могилы горело какое-то вот неугасимое пламя, пока вот какие-то совершались жертвоприношения. Так выглядят эти захоронения. Это очень, пожалуй, самое, наверное, интересное мужское захоронение, 96-е. Здесь полностью сохранился лук, который лежал вдоль тела погребенного, от него остались накладки на лук.
У него были наконечники стрел, которые лежали в ногах. Это первые наконечники стрел, которые мы нашли вообще в могильнике Алаты. До этого мы их не находили. И очень богатый, видимо, для того времени пояс с железными пряжками и украшениями. Вот немножечко материал, который мы обнаружили на могильнике, это сосуды этого хунну, да, вот непосредственно с лощением и с шипом от поворотной поставки, вот эти накладки на лоб, наконечники стрел, перекорочатые сосуды и пряжки. Интересная имитация раковин каури, которые находятся в памятниках хунну тоже. Другой могильник Алатей-2, который мы раскапывали, более поздний, эпохи Средневековья. Особо интересные находки были найдены в прошлом году, когда мы нашли монеты, по которым мы его датируем точно, что он не ранее 1071 года нашей эры. И подобные захоронения мы обнаружили в этом году, раскопали. Так вот могильник выглядит, уже когда к нему подступает вода. Все это затапливается, надо сказать. Могильник Алатей находится на 16 метров под толщей воды. Примерно так же и могильник Алатей-2. Вот здесь захоронения в деревянных гробах, вытянутые, с железными украшениями, оружием. Интересное такое частичное захоронение. Вот видите, был захоронен мужчина, сохранился только череп и грудина. Вместо ног был положен берестяной колчан. То есть удивительная такая находка. Такие находки, это вот железные кристаллы с кремнием, костяные пряжки, стремена и так далее. Могильник Терезин, это, пожалуй, что самое интересное, что в этом году мы наконец-то смогли на нем поработать. Его нашел Реус Павел Михайлович в 2007 году. И это были просто упавшие или свалившиеся и разметанные по песку захоронения. Как выглядит могильник Терезин. Это, видимо, несколько могильников, сделанными какими-то родовыми сообществами или большими семьями. И вы просто пока еще назвали его единым названием. В те раскопы, где я показывала, там были найдены такие вот захоронения, которые, видимо, относятся уже к ранее капельскому какому-то времени. Они сохраняют в себе черты захоронения хунну, но в то же время это, видимо, более позднее время. Ну, самым большим раскопом был раскоп 2, где как раз мы нашли частично мумифицированное захоронение. Все захоронения не граблены, с большим количеством материала. Все относятся к эпохе хунну, первому веку до нашей эры. Вот это вот то самое частично мумифицированное захоронение. Здесь вы видите, сохранились, кожа сохранилась, и остатки текстиля и органики на ногах и на тазу. Очень интересная находка, вот такая деревянная коробочка, в которой находилось зеркало, амулеты и так далее. Очень уникальное, конечно, погребение. Вот эта деревянная коробочка, видите, вот наша замечательная реставратор Варвара Гусева смогла вот так его сохранить, законсервировать. Оно представляет себе такая полусфера. Видите, вот на этом вот хорошо слайде это видно, украшенная, богато украшенная орнаментами, внутри которой как раз лежали различные предметы. В данном случае китайское зеркало эпохи Западной Хань, костяная пряжка, очень важная находка, гагатовая пряжка, пряжка из каменного угля, вот здесь вы видите. На ней знаки есть. Знаки это предстоит еще понять и расшифровать, то есть какие-то прочерченные знаки, либо протописьменность, либо какие-то родовые танги. Большое количество бус, здесь было 1400 бусин вот в этом вот ожерелье. Ну и вот вазы как раз хунну и керамические сосуды. Еще детские захоронения сопроводительные рядом с ним были. Еще одно захоронение, 31-е, тоже уникальное. В нем был употребленный богатый пояс с бронзовыми пряжками хунну, типичными пряжками, в данном случае кусающаяся лошадь. Удалось сохранить полностью этот пояс, то есть последовательность нанизывания этих пряжек и так далее. Немножко даже золото мы нашли около, на груди, какой-то был, видимо, амулет или какая-то украшенная таким вот золотой накладкой. Ну, вот это замечательное, еще одну агатовую пряжку, вот разрушенные погребения, то есть те, которые уже упали, мы практически не находим там костяков, на месте инситу находим вещи. Вот большое каменное кольцо, китайское зеркало и агатовая пряжка, инкрустированная сердоликом, нефритом и перламутром. Вот в интересном погребении вот 27-е женское захоронение, у которого был мешочек кожаный,
в котором лежало веретено, то есть это, видимо, какая-то была ткачиха, костяной гребень и так далее. Вот это, посмотрите, какое удивительное произведение искусства, небольшая костяная пряжка, на которой какой-то интересный орнамент, который еще предстоит нам расшифровать. В могильнике скифского времени мы раскапывали склепы позднескифского времени на могильнике Аты, Калаты. А также вот этот интереснейший памятник Черегдаш, который, конечно, очень хочется исследовать, но это очень сложные условия, потому что это каньон Енисей, и вода первой начинает подступать сюда. И уже через 10 дней после начала работы на этом памятнике вода уже подступила, то есть сам могильник находится на высокой террасе, его можно копать хоть круглый год, но вот вода, она подступает, и к нему подъезда нет только на моторной лодке, которой у нас, к сожалению, нет. Вот этот памятник вы видите, вот он на высокой террасе, размываются очень компактные такие захоронения, вот так он выглядит, они относятся к скифскому времени, где-то примерно, наверное, 5-4 веку до нашей эры. Захоронение в срубах, вот видите, здесь мы с вами видим, одно бревно сруба осталось. Он рушится, прибойная волна обрушает берег, он рушится и все падает вниз. Весь берег засыпан костями человека, различными предметами. И вот здесь мы увидим, что осталось вообще одно бревно только от этого сруба и больше ничего. Сверху были впускные захоронения детские и одно более позднего времени. Не успел обрушиться, обрушился только один венец. И у нас, когда мы подъехали, из берега торчал человеческий череп и керамический сосуд. Мы стали расчищать, тоже очень сложная методика, потому что сам курган сполз вниз, надо было разобрать курганную сползшую насыпь, траншеями мы врезались вот в этот берег. Надо сказать, что там еще как бы немножко сохраняется мерзлота, потому что там достаточно вода концентрируется, но были интересные находки, были найдены наконечники стрел, вот костяной наконечник стрелы, вот, на котором была надета свистулька такая вот знаменитая, да, которая вот известна потом в эпоху Хунну. Железные кинжалы, великолепный железный нож, бронзовые кинжалы, бронзовый нож с изображением волка и керамические сосуды, характерные для позднескифского времени. На высоком берегу его подмывает прибойная волна, и сейчас вы увидите, как выглядят эти захоронения. Вот посмотрите, вот захоронение обрезано буквально, вот видите, и в срезе мы видим черепа лошадей и так далее. Ну вот так выглядят эти. Ну и интересно было, конечно, мы проводили там разведки еще в прошлом году. И интереснейший памятник городище Бажен-Алак, который, видимо, хотелось бы раскопать, в котором находятся хозяйственные постройки, видны улицы, даже вот с квадрокоптера, вот эту фотографию даже этого года мы видим. Насколько это интересно было бы исследовать. Тем более, что предыдущими археологами здесь были обнаружены материалы тоже эпохи Хунну. Так выглядел наш вот лагерь, в котором мы находились. Это наши замечательные волонтеры, которые нам помогали в нашей работе. Ну и так выглядел наш могильник, когда мы уезжали, то есть 15 июля. И переехали мы на юг Тувы, где мы работали на раскопках могильников и различных памятников. Мы исследовали наскальные рисунки, раскапывали различные курганы. И самым интересным, наверное, является курган 72-й, который относится к эпохе бронзы. Вот можете материалы посмотреть. Там была найдена вот древнейшая ложка в Туве, да, сделанная из кости. Вот так выглядит этот курган. Относится к мунхай-хараканской культуре. И вот так выглядели эти материалы, которые лежали в этом кургане. Вот эти замечательные совершенно нашивки, каменные наконечники стрел, петроглифы. Много петроглифов мы зафиксировали, применяя новую методику 3D-моделирования, прорисовки в различных программах. И в этом году мы исследовали еще достаточно много памятников и много скоплений. Могильник эпохи бронзы, который, конечно, очень интересно было раскопать. Петроглифы Козырыкского времени, которые можно связать со скифами. Различные изображения колесниц, которые относятся к эпохе бронзы, табуны лошадей и так далее. Ну и интереснейший памятник, который мы сейчас заканчиваем работать, это могильник Хавужу-Баксы, большой комплекс с кириксурами и оленными камнями. Здесь большое количество объектов было, так вот он выглядит из квадрокоптера, этот комплекс с оленными камнями.
И вот замечательный оледный камень, который мы нашли, ночью, как они прорисовали, вот он 3,5 метра в длины, весь покрытый рисунками, то есть там изображения и оленей, и козлов и так далее. Очень интересный памятник, оружие, но его, конечно, бы надо отвезти в музей. Я вот обращаюсь к Кадролу Алексеевичу и, может быть, Русскому географическому обществу, которое, может быть, нам поможет. Этот памятник обязательно надо перевести в музей. Он достоин того, чтобы быть экспонироваться наряду с теми стеллами, которые найдены, например, в Туранской котловине. Это, конечно, проблема, которую нам нужно, видимо, совместно решить. У нас таких средств нет, и, к сожалению, мы не можем это сделать. Вот еще оледные камни. Ну и вот наши разведки, о которых, видимо, сейчас более подробно расскажет Варвара Сергеевна Бусова. Кроме того, что она проделала, мы исследовали 12 могильников, которые относятся к разным эпохам. И вот перспектива на следующий год, как бы мы для себя обозначили, это раскопки удивительного памятника Борашай, где есть кириксуры, как бы похожие на кириксуры курганы с лучами, со входами, но в которых есть глубокие ямы. То есть, может, наконец-то нам удастся найти вот этот переход от предскифского и раннескифского времени, эпохи кириксуров, именно к скифской эпохе, к скифским памятникам. И второй интереснейший памятник именно аржанского типа на могильнике Карадык, который бы тоже интересно исследовать. Это плоская насыпь, платформа, окруженная оградой, и, скорее всего, этот курган можно будет отнести к предскифскому или совсем раннескифскому времени. Провели небольшую разведку в течение 3 дней в августе в Саглынской долине, в которой работал Александр Данилович Грач. В том числе это было приурочено к 90 лет со дня рождения Александра Даниловича. Работаю со спутником, с фотографиями со спутника. Сначала по описаниям достаточно примерно, потому что он всегда указывал там 23 километра на запад. С востока эту долину ограничивает перевал Колчан. Мы объехали все основные памятники, которые были раскопаны Александром Даниловичем, сфотографировали, взяли современные координаты, GPS-координаты, ну и нашли некоторые новые памятники. Первый маршрут это был от перевала Арзайты, то есть мы начали с самой западной точки, мы дислоцировали местонахождение памятника Саглы-Бажи, нашли все, как бы подтвердили все наши гипотезы по поводу изученных памятников. Могильник Саглы-Бажи-2, он состоит из достаточно разновременных объектов, дислоцировали памятники саглынской культуры, также зафиксировали все окружающие его объекты. Здесь встречаются и объекты тюркского времени, и поминальники кокельской культуры. Могильник Саглы-Бажи-1 тоже был нами идентифицирован в правильном месте. Там в основном преобладают это такие большие могильники мангун-дайгинского, бронзового века, мангун-дайгинской культуры. Надо сказать, что часть из них разрушаются, видимо, в процессе какой-то хозяйственной деятельности. Новые границы могильника Саглы-Бажи-2. Мы начали там от восьмикаменника, который находился на склоне, вокруг него находился очень большой комплекс объектов бронзового века. Также там встречались разные формы курганов бронзового века и тюркские ограды. Все это иногда, эти объекты насчитывают там, под 100 курганов на площади 4-5 4-5 километров в длину. И, конечно, очень важно отметить, что в дальнейшем требуется достаточно серьезное оснащение и такая отдельная экспедиция для работы и составления современных планов этих могильников. Условное название по ближайшей горе Шагмот-Ула. Следующий могильник Терктик, он находился в падении реки Терктик в реку Саглы. Достаточно компактный памятник, могильник бронзового века. И далее мы проследовали до могильника Кюзынги, который тоже копал Александр Данилович. Рядом зафиксировали объекты вроде восьмикаменников, в общем, которые являлись так называемыми сателлитами этого объекта. Могильник Даган-Тели-1 находится на высоте почти 2000 метров.
И там как раз была такая наиболее серьезное образование льда в погребении, сохранились очень хорошо деревянные срубы, фрагменты текстиля, довольно большие полотнища хранятся в Кызыльском музее. И на самом деле это поле могильное, которое вы видите здесь на фотографии, оно скорее всего полностью покрыто памятниками согунского времени, без каких-либо видимых конструкций над. Да, действительно, мы дислоцировали памятники, раскопанные Александром Даниловичем, так вы можете видеть, они выглядят со спутника. Достаточно интересным является плато, на котором находится могильный Гадагант Илья-1. Оно действительно находится очень высоко, на высоте 2000 метров. Там, в принципе, геологически фиксируется мерзлота. Достаточно интересно было провести там геомагнитную либо георадарную разведку, чтобы проследить эту зависимость, отсутствие насыпи и возможное нахождение объектов. В масштабах Саянской экспедиции традиционно у нас огромные раскопки. Вы прекрасно знаете, что такое было Кызыл-Курагино, многие здесь участвовали в тех мероприятиях. Поэтому в этом году у нас были только 2 объекта. Один из них связан с проведением спасательных археологических раскопок, так называемых новостроек. Это тоже очень важная часть. И здесь мы начинаем еще один большой интересный проект, я надеюсь, с Русским географическим обществом, который будет посвящен спасению памятников, которые будут уничтожены в ходе разработки огромного бассейна Бийского каменноугольного месторождения в Туве. Сейчас был только такой примерочный сезон первый, посмотреть, какие памятники, что, уточнить границы. Даже он дал нам какие-то интересные результаты. Для примера видите, что такое отвал, например. Там с краешку это едет огромный БелАЗ высотой около 8 метров. Вот так с места раскопа видны эти отвалы. И на следующий год это место, где мы копали, 2 кургана, Кызыл-Салда-11 и Кызыл-Салда-12, они будут уже засыпаны этим огромным отвалом. То есть масштабы работы, они просто гигантские, и спасательная археология, она крайне важна. Понятно, что она, может быть, не так научно значима в том плане, что мы, археологи, не можем выбирать объекты, которые раскапываем, поэтому, естественно, материал не всегда настолько яркий, настолько экспозиционный, чтобы можно было тут же все это нести на витрину в музей. Но это, безусловно, конечно же, элемент нашей истории, который нужно сохранять, спасать. Хозяйственная деятельность человека, она, безусловно, всегда развивается и будет развиваться, и будет двигаться вперед. И остановить полностью все это мы не можем. Фермы, практически все внешние признаки были уничтожены, я даже не даю фотографий, смотреть там не на что. Как видите, мы в результате даже не смогли точно попасть в сам курган. В грунте в сыпучем очень. Поэтому фактически стенок могилы не сохраняется. То есть мы копаем таким условным котлованом, который постоянно осыпается. И поймать контур могилы и ее границы чрезвычайно сложно. Погребение скифского времени, человек лежит головой на северо-восток, у него 2 сосуда, голова, один из них здесь представлен на выставке нож, лопатка барана возле левого плеча. Собственно, эти материалы. Интересный сосуд, обратите внимание. Дело в том, что это по-хорошему имитация бронзового котла скифского. Другое погребение, тоже практически не потревоженное, подростковое, где кроме сосуда и ножа мы видим только плохо сохранившуюся часть черепа, бедренные кости этого ребенка, которая складывается в ходе дальнейших работ на этих памятниках. И я надеюсь, что в ближайшие 5-7 лет у нас будут идти большие серьезные работы. Опять-таки, поскольку мы будем сотрудничать с Русским географическим обществом, будут, по всей видимости, привлечены точно так же и волонтеры, будет отдельный лагерь, но это будем уже обсуждать в процессе в дальнейшем. И второй наш проект, который продолжается уже 3-й год, это проект под условным названием «Тайны древних художников Сибири». Он посвящен изучению очень интересной, уникальной окуневской археологической культуры. Интересная поза окуневской культуры, характерна поза на спине с подогнутыми вверх коленями. То есть они хранили коленями вверх. Там под коленями единственная находка – это сосуд непотревоженный. Но, как часто бывает, у нас складывается, что как раз не потревожены именно те погребения, в которых меньше всего инвентаря. Это связано с тем, что обычно ограбление могил производилось их же соплеменниками в это время. Чем это связано? Вообще окуневская культура очень богата такими своеобразными традициями, связанными с погребальной практикой. Это проникновение в могилы, перемещение костей из одной могилы в другую. То есть мы находим могилы, в которых положены отдельные черепа, положены мешок, допустим, с костями человека и сверху череп.
То есть для них вот этот вот загробный мир, он был совершенно иным, не для нас, не скажем так, в нашем представлении он очень сильно отличался. То есть мы бы их не поняли, их этих традиций и практик. А это вот спускное погребение, которое висит в воздухе на 20 сантиметров над поверхностью дна могилы, то есть была могила ограблена, выкинут туда погребенный и положен вот этот вот человек в характерной андроновской позе на боку. Скорее всего, как раз это и есть те самые грабители, которые эту могилу, вот интересная очень деталька, ну я не буду сейчас останавливаться на этих вещах. Вот секунду. Вот это вот тоже вот интересная вещь, связана вот с этим вот погребением в центре. Мы первоначально думали, что сначала была сделана яма, а потом над ней построена могила. Но оказалось, что вовсе не так. Потому что в этой могиле тоже оказалось андроновское захоронение с таким же шпеньком. То есть каким-то образом они пробились в центр кургана между ящиками и устроили вот это вот дополнительное захоронение. Тоже опять-таки на боку, так называемой позе адорации, то есть с руками сложенными ладонью перед лицом. И тоже вот такой же характерный шпинек. Очень кратко все это рассказываю для вас. Оно интересно чем? В ногах у погребенного, который, к сожалению, тоже был ограблен, лежало два таких вот комочка. Один белый, другой красный. То есть фактически это материалы для нанесения каких-то красок, раскрасок на, может быть, лицо, тело человека. Может быть, мы сталкиваемся с том, что в окуневской культуре часто сосуды красятся охрой, наносится изображение на стенки погребальных ящиков. Тоже наносится охра, обычно это косая сетка. То есть тут фактически погребение Художникова, с которым положили его инструменты, то есть вот это вот самую краску. Ну и вот центральная наша находка, собственно говоря, которая наиболее сейчас уже известна и прошла в медийном пространстве, это вот такое тоже, казалось бы, ограбленное погребение, в которое явно проникли, лежало две, судя по всему, женщины, пока по предварительному определению. Видите, верхняя часть могилы полностью потревожена. Здесь вот два черепа, два сосуда перевернутые, отброшенные. Вот интересно, вот не знаю, видно вам или нет, но вот этот вот локоть, он весь покрыт зеленью. Это свидетельствует о том, что на самом деле там тоже лежали какие-то очень массивные, крупные бронзовые предметы. Но их как раз в процессе ограбления изъяли. Но при этом в ногах мы обнаружили такую вот композицию. Это набор, такой вот богатый набор из 54 бляшек, как впоследствии оказалось в процессе разборки. Две группы амулетов из клыка морала, вот одна и вторая. Проколка, по всей видимости, из грифельной кости, но я пока еще не берусь определить, какого животного, это палеозоологи нам скажут со временем. Большое количество мелких зубов соболя было найдено. Ну и в процессе разборки стало понятно, что, собственно, все это лежало в сумке. Была сделана такая сумка из сухожилий, сеточку, чем-то напоминающие наши российские такие сеточки, авоськи. Ну, вот. И все это было туда сложено. И когда мы все это разобрали, то увидели примерно вот такую вот картину. Здесь не все бляшки, потому что некоторых сохранность просто не позволяет даже перемещать их. Мы их сразу же сняли, убрали и все. Здесь только те бляшки, которые хорошо видны, как видите. Два более-менее крупных зеркала, остальное овальные бляшки разных размеров. У них всех отверстия по краям. На них читаются следы шнурков, которые были продеты в эти отверстия. То есть это не было нашито на какую-то основу, а именно было собрано на такие вот шнурки, сделанные из сухожилий. По всей видимости, вот как раз фрагменты этой сумочки, мы предполагаем, что, скорее всего, это был какой-то нагрудник. То есть явно вещь ритуальная, которая использовалась в обрядах и была положена вот вместе с сумкой какой-то из этих женщин, которая была погребена. По всей видимости, мы предполагаем, что это захоронение, естественно, не простое, а погребение некой шаманки или жрицы, которые положили вместе с ней ее облачение. Ну вот для примера очень кратко покажу те варианты, которые я нашел. Очень быстро, это пока еще очень предварительно, как бы, что можно связывать с нагрудниками в окуневской культуре. Это изображение окуневского времени. Как видите, пока это немножко отдаленно, но будем еще искать, может быть, что-то мы найдем более близкое. Ну а если говорить про два вот этих вот больших диска, два зеркала, то в изображениях окуневской культуры встречаются ситуации, когда на груди у некого персонажа изображены два диска, как видите, здесь и вот здесь. Причем, обратите внимание, очень интересная деталь, они разного размера, один побольше, другой поменьше. Точно так же, как у нас в этом нагруднике. Но, правда, бывают ситуации, когда их даже и три таких диска. Вот тоже, как вы видите, здесь три диска, там три диска. То есть какая-то система расположения этих дисков, она присутствует. И, в общем-то, этот нагрудник мы постараемся реконструировать, потому что мы очень тщательно фиксировали, как в течение недели с нами работала бок о бок совместная хакаско-японская экспедиция, которая занималась изучением металлургических объектов.
Мне бы хотелось предоставить слово для научного сообщения о результатах работы начальнику Южно-Сибирской экспедиции Государственного Эрмитажа Чугунову Константину Владимировичу. Во всех заявках на открытый лист я пишу, что с последующей передачей в Тувинский национальный музей. Вот. И вообще-то говоря, ну, я не знаю, кого-кого, меня заподозрить в том, что я что-то не передаю в Тувинский музей, вообще странно. Работы на памятнике начались, вообще говоря, в 2008 году еще, так что мы уже 11-й год здесь работаем. Такая вот летающая тарелка, утонувшая в степи. Он как раз необычен тем, ну я, кстати говоря, волонтером проводил несколько раз экскурсии и показывал все это, и рассказывал здесь Аржан-1. И, наверное, Туннук тоже выглядел таким образом, в виде плоской такой большой по площади платформы. Но здесь есть еще одна особенность, это видимая до раскопок ограда. 17 года, вот видите, у нас с юга, так же как у Туннуга, тоже очень много, ну не так, конечно, много, как здесь, таких более поздних сооружений, чешуйки красного лака. И в развале, среди развала камней найден был такой железный черешковый наконечник стрелы, характерный для культуры древних кыргызов. И поэтому мы пока предварительно считаем, что это сооружение как раз кыргызского времени. Они достаточно похожи на те, которые исследовала Саяно-Тувинская экспедиция, отряд Галины Василовны Длужневской. Ну, надо работать, это не совсем моя эпоха, поэтому здесь надо, конечно, посмотреть литературу и, возможно, ну и там, да, я забыл сказать, что вот в этих ямках они были потревожены в древности неоднократно, но, тем не менее, там кальцинированные кости, то есть это остатки сожжения, и характерной чертой этих сооружений является наличие небольшой стелы в западном направлении от центра. Так сказать, примеров, что в таких памятниках находились лаковые сосуды китайские. Достаточно большое количество предметов на другом участке рва. Здесь они, безусловно, залегали инситу, не в норе грузина, как тогда, а вот и были связаны с какими-то вот вертикально установленными плитками. Большой отряд по раскопкам горных зимников, стоянок многослойных, это уже несколько сезонов продолжается, и под руководством Нины Александровны Жоговой продолжила она раскопки в стоянке Жилак-5. Вот здесь вот на плане вы видите местонахождение, да, если вот этот вот курган это Чингитей, то Жилак это вот там. В таком лагу закрытом с южной экспозицией, очень уютном, и там остатки тувинского современного зимника есть, так что кочевники жили там всегда. И неожиданно, значит, вот на поселении была найдена такая вот обломанная роговая пряжка, выполненная в зверином стиле, очень такая эффектная находка. Я рассчитываю, что с помощью Русского географического общества и при поддержке Национального музея и органов охраны обеих республик мы будем продолжать здесь работать для того, чтобы пополнять коллекции музея. В общем-то, продолжением тех работ, которые были сделаны, были начаты и проводились в советское время, это эхо знаменитой Саяно-Тувинской экспедиции Академии наук Советского Союза, которую возглавлял Александр Данилович Грач очень многие годы. И именно тогда, во время проведения этих многолетних экспедиционных работ, в связи с тем, что значит, создавалось Саяно-Шушенское водохранилище, вот, именно тогда многие молодые люди, школьники, студенты, тувинцы получили как бы навыки работы в экспедиционных археологических отрядах. Тогда существовал отряд, который назывался, насколько я помню, ну, по-тувински... Да, Аньяк-ТВ, ну, в общем, да. Вот, и именно оттуда вышел, в общем-то, из этих рядов вышел Сергей Кужегетович Шойгу. Тогда он мальчиком, там, 13-14-летним принимал участие в этих археологических исследованиях и всю свою, как бы,
то детское, юношеское вот это желание проводить и дальше исследования, археологические исследования на территории Тывы, он, значит, вот как бы воплощает сейчас именно как президент Русского географического общества. И, наверное, где-то должны быть артефакты, которые будут показывать о том, что да, еще там 2-3 тысячи лет назад вот эти люди, вот, которые жили здесь, они уже ходили вот на такие источники и что-то там принимали. Какое-то лечение. Археологи уже нашли такие артефакты и прямо говорят, вот 3000, там 4000 лет назад наши источники целебные использовались теми. Приглашаем вас в экспедицию на следующий год, вы его найдете. А вот я с удовольствием буду принимать участие. Вот здесь вот лежит ложка, как мне сказала Марина Евгеньевна, вот говорит, впервые ложку нашли, древнюю ложку. Так вот я думаю, это, наверное, тоже что-то будет относиться к тому, чтобы человек использовал силы природы для лечения своего организма. Огромное спасибо вам, огромное спасибо археологам. Вот. Ну и лично вам, поскольку я занимаюсь лечебными водами Тывы, лично вам вот слово о Боржанах Тыва, небольшая книжка, ну и материалы конференции, посвященные курортной базе. Ставка Кагана кыргызского несколько раз меняла местоположение, и в самый период расцвета кыргызского каганата эта ставка все-таки была у нас на территории Тувы. К этому заключению подвигло знакомство со всеми работами Галины Васловны и других, в общем-то, ученых-археологов по периоду кыргызского каганата на территории нашей Тувы. Поэтому у меня есть предложение, я вам уже, Игорь Анатольевич, говорила об этом в Якутии. Я бы хотела, чтобы мы, на 19, наверное, уже поздно, на 20-21 годы заложили новый проект по обнаружению на территории Тувы ставки кыргызского каганата, который назывался, и в исторических документах об этом написано, город Кемджикет. Город на реке Кем. По тем картам, которые сейчас имеются по кыргызскому каганату, город Кемджикет расположен на территории Минусинской котловины. Я считаю, нужно вот это немножко исправить и провести исследование на территории нашей республики. Межкультурный диалог, обмен. И это чрезвычайно очень приятно. И хочется сказать действительно огромнейшее спасибо, потому что экспедиции, которые организует РГО, самые лучшие в России. Это однозначно, потому что условия шикарные. И это надо признать, и сказать хочется огромнейшее спасибо. Ну и, конечно, хочется вернуться вновь и вновь. Спасибо. Закат.